Жесткие удары по Кремлю, требования одной из стран НАТО. РФ пожалеет, что отказалась от мирных переговоров. Скандальный дипломат. Президент продвигает уголовников на госслужбу. Где и почему вдруг? Сотни тысяч украинцев могут депортировать. Откуда и почему, за чей счет и когда? В украинском бюджете дыра, а оружие на исходе. Отправят ли США следующий пакет помощи? Важное решение. Москва начинает операцию «Двойник» и готовится напасть на еще одного соседа. О ком речь и почему это очень серьезно? Террористы в Питере. Москва начала кражу кораблей на Балтике. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта» оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Путин играет в кошки-мышки с Трампом, пока Европа принимает жесткие решения. Так описал ситуацию с телефонной дипломатией президента США министр иностранных дел Польши. Путин понимает только язык силы и финансов, говорит он, ссылаясь на американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предложил набор жестких мер против Кремля, если Россия не прекратит огонь. Польша считает, что Европа не может остаться в стороне и должна быть готова к синхронному ответу. Я, например, считаю, что если президент Трамп наконец признает, что Владимир Путин играет с ним в кошки-мышки, выигрывая время, а не реализует реальное прекращение огня, то можно запустить пакет сенатора Линдси Грэма. Очень жесткий пакет. И если это произойдет, мы, как Европейский Союз, не должны оказаться в худшем положении. ЕС уже принял 17-й санкционный пакет и готовит 18-й, но давление на Брюссель растет. Союзникам нужно больше решимости. И тут Польша занимает жесткую и прямую позицию, никаких иллюзий по поводу Путина. Только жесткий ответ. Администрация Дональда Трампа готовит проект, который может шокировать не только беженцев, но и союзников США. Речь идет о депортации до 700 тысяч человек, украинцев, гаитян и мигрантов из стран, охваченных войной. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на внутренние документы Белого дома. Трамповская команда планирует потратить $250 миллионов из бюджета внешней помощи США не на поддержку, а на возврат мигрантов в горячие точки. Украину, Гаити, Афганистан, Сирию, Йемен, Палестину, Ливию и Судан. Министерство внутренней безопасности США и Госдепартамент работают совместно над реализацией инициатив президента, используя средства внешней помощи, чтобы способствовать добровольному выезду нелегально находящихся в стране мигрантов. Под угрозой более 200 тысяч украинцев и около 500 тысяч гаитян, получивших временный защитный статус, который действует до окончания войны или гуманитарного кризиса в этих странах. Украина в состоянии полномасштабной войны, Гаити в состоянии фактического распада, где улицы контролируют банды, а власти почти не существует. Ирония в том, что сам Госдеп США запрещает американцам ехать в эти страны из-за угрозы жизни, но мигрантов туда могут вернуть. Кумовство нет, не слышали. Его можно критиковать только когда действие разворачивается за океаном. Америка снова делает ставку на семейные ценности. Своеобразная, по крайней мере, в политике. Сенат США утвердил кандидатуру Чарльза Кушнера, свата Дональда Трампа, на пост посла во Франции. Формально все по закону, но скандальный шлейф тянется за Кушнером уже почти 2 десятилетия. Он девелопер из Нью-Джерси и отец Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп. В 2005 году он признал вину по 18 пунктам обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, давление на свидетелей, ложь перед избирательной комиссией. Он не просто скрывал доходы, он нанял проститутку, чтобы шантажировать собственного родственника, который собирался дать против него показания. Этот случай вошел в учебники американского политического трэша. Своего свата Трамп помиловал в 2020 году за месяц до окончания первого президентского срока. Россия отказывается от мира, готова к переговорам, но скорее примет капитуляцию Украины, говорит запасной президент РФ. Его, конечно, никто об этом не спрашивал, но тем не менее. Это важно с правовой точки зрения подойти к окончательному правовому регулированию и
украинского конфликта. Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. А это большая проблема. Медведев дает Киеву, цитирую, «последнюю возможность сохранить государственность». Почему он все это рассказывает не под Покровском, не в Курской области, а в Санкт-Петербурге, вопрос уже слишком сложный. На форуме в Санкт-Петербурге разразился скандал на главной юридической площадке России. Петербургском международном юридическом форуме случилось кое-что странное, и это не только выступление Медведева. Там выступил еще и глава Минюста Афганистана Абдул-Хаким Шарии. Не просто министр, а человек, которого называют архитектором шариатской судебной системы Талибана. К слову, организация запрещена в России. То есть, по сути, главный идеолог казни, избиений камнями, публичных наказаний. И вот этот человек спокойно вещает на российском форуме о правах человека и ценностях. Талибы рассказывают о гуманной шариатской юстиции. С трибуны он заявил, что в Афганистане, цитирую, построена чисто исламская система, где, цитирую, все права человека защищены. По его словам, местные тюрьмы — это не просто места заключения, а школы морали. Якобы они учат ответственности и возвращают заключенных в общество исправленными. В Украине бьют тревогу, поставки оружия из Штатов заканчиваются, а новых пока не предусмотрено. А в украинском военном бюджете дыра. Об этом пишет народный депутат Украины Ярослав Железняк. Но перед тем, как вы услышите детали, должен сказать, что депутат представляет оппозиционную партию. Напомню, бюджет готовил правительство, заверив депутатов, что в этом году всего хватит. Поэтому вся и полная ответственность за новую дыру в размере минимум 400 миллиардов на офисе президента и их стиле управления, включая Кабмин. Но хоть конкретики пока нет, но госсекретарь США напоминает, что в Вашингтоне пока ничего не поменялось. США не прекратили поставки оружия Украине, однако решение о формировании новых пакетов помощи пока не принято. Россия готовит неожиданную атаку на соседа, масштабную спецоперацию, целью которой есть срыв выборов и дестабилизация в невероятных масштабах, готовит Москва. Об этом предупреждают в украинской разведке. Кремль активировал информационную операцию в Польше и делает это на полную катушку. Цель, очевидно, раскачать политическую ситуацию перед вторым туром президентских выборов и ударить по позициям правящей коалиции. По данным ГУР, речь идет о масштабной кампании под кодовым названием «Двойник». Суть проста и грязна. Спецслужбы создают сайты и страницы в социальных сетях, которые по своему наполнению и внешнему виду имитируют реальные западные СМИ. На таких ресурсах Кремль распространяет дезинформацию под видом подлинных новостей. Визуально все по учебнику, содержательно, вбросы, ложь и пропаганда. Особенно активно операция развернулась в соцсети X. Это бывший Твиттер, где тысячи бот-аккаунтов создают видимость массового недовольства. ГУР считает, что это системная атака. Ключевые нарративы тоже по методичке. Польша зря помогает Украине, пора выходить из ЕС, и Туск ставленник Вашингтона. Украинцы дестабилизируют страну. Такие тезисы готовятся. Будьте осторожны и доверяйте только проверенным источникам информации. Ну и подписывайтесь на наши каналы, конечно. Путинский режим, несмотря на видимую паузу, вовсе не думает останавливаться. Такой вывод делают аналитики группы «Информационное сопротивление». Россия продолжает стабильно производить десятки ракет в месяц и уже накопила огромный арсенал. Более 300 ракет Х-101, более 530 калибров, свыше 125 ракет «Искандер-М», около 300 «Искандер-К» и до 80 кинжалов. Всего более 1300 ракет. Этого объема достаточно как минимум для 5-6 массированных ударов. Враг использует затишье, чтобы подготовиться. Пишут аналитики, растет не только количество, но и комбинированный потенциал, то есть воздушный, морской и наземный. Ну и хотя износ носителей, особенно на Черном море, уже становится критическим, Россия все равно продолжает делать ставку на террор мирного населения. Поэтому пауза в ударах — это не сигнал к миру, а предвестие новой волны. И она может обрушиться на Украину уже до начала июня.
Громкое происшествие в Балтийском море, фактически пиратство на государственном уровне. Морской инцидент, который может стать прологом к новому витку напряженности на границах НАТО. 18 мая Россия задержала иностранный танкер с грузом топлива, который вышел из Эстонии и направился в Роттердам по согласованному маршруту. Речь о судне Green Admire под флагом Либерии. Его остановили в российских территориальных водах без объяснения причин, и также без объяснения причин через 2 дня отпустили. Поговорили об этом с экспертом, экс-заместителем главы службы безопасности Украины Виктором Ягуном. Посмотрите, что произошло в Эстонии. Пограничный катер не смог остановить нарушителя, потому что кто-то где-то там пролетел и нарушил границу. Это раз. А в отместку Россия просто тупо взяла и арестовала корабль, который проходил через ее территориальные воды. Это просто демонстрация наглости и возможностей. Есть уже предложение, знаете, наши эксперты сказали, что вы пригласите на Балтику наше подразделение с морскими дронами. И пускай морские дроны будут просто как учения, знаете, вот учения. И наши морские дроны, пускай они там немножко побаранжируют там в Балтийском море. Я думаю, что все русские корабли спрячутся моментально. И не будет никакой бравады, и они там успокоятся. Потому что для украинцев любое судно в море, какое бы оно ни было, черное, азовское, средиземное, балтийское, это законная цель. Лукашенко отменяет Деда Мороза. Вместо него обещает неприятный разговор. Чтобы у нас не было неприятного разговора к Новому году. Вы знаете, я человек подвижный. Я могу посмотреть, вот я объехал в субботу целый день все деревни севера Минского нашего района. Сел и поехал. Вездеход у меня есть. Подвижный и вездеход у него есть. Кажется, это уже наброски к следующей президентской кампании. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.